Здравствуйте! В эфире «Настоящее время». С вами Наташа Мозговая. Главное сегодня – парламентские выборы в Украине. Что означают предварительные результаты? Goldman Sachs прогнозирует снижение цен на нефть. Литва обеспечила свою газовую независимость. В Клайпеде открылся первый в Балтии терминал сжиженного газа. Начнем, как всегда, с Праги. Сергей, вам слово. Спасибо, Наташа. Все события дня в настоящем времени из Праги. Я Сергей Дорофеев. Здравствуйте. Ну и главная тема дня – предварительные итоги парламентских выборов в Украине. Как и предполагалось, ни одна партия не получила монополии на формирование большинства. Придется договариваться. Коммунисты, скорее всего, в парламент не попадут. Парламентское будущее националистов «Свободы» пока под вопросом. Низкий результат «Батькивщины» Юлии Тимошенко и отсутствие в лидерах Олега Ляшко и его радикальной партии некоторые киевские эксперты объясняют усталостью украинцев от войны. Проанализировать предварительные результаты выборов мы попросили чрезвычайного и полномочного посла Украины, экс-вице-премьер-министра Романа Бессмертного. Роман Петрович, здравствуйте. В новом парламенте будет не так много новых лиц, то есть после Майдана общество обновилось, а политикум остался, по сути, прежним. К тому же на этих выборах были традиционные нарушения, карусели, тетушки. Значит ли это, что новая Рада имеет все шансы не проработать отведенные ей 5 лет? В пользу того, о чем вы говорите, свидетельствует, во-первых, вот этот фактор человека с ружьем, который попал в парламент. Это первое. Второе – это крайняя радикализация, поляризация. И об этом свидетельствует приход в парламент как Ляшка, с одной стороны, так и то, что часть людей поддержали оппозиционный блок. Поэтому сегодня уместно говорить о том, что парламент имеет шанс не дожить свою каденцию. Главный сюрприз – это, конечно, высокие результаты Народного фронта. Почему украинцы захотели и дальше видеть Арсения Яценюка премьером и принимать его работу в альянсе с Петром Порошенко? Во-первых, мало кто обращает внимание на то, что Яценюк построил свои месседжи на крайне радикальных позициях в отношении России. Во-первых. Во-вторых, надо иметь в виду то, что 55% явки – это не 70%. Если разобрать электорат Яценюка и Народного фронта, то это новые дисциплинированные демократы, я бы сказал так, в украинской политике. Конечно же, это серьезные факторы, и президенту его придется учитывать. И еще из неожиданностей это, конечно, высокое 3-е место самопомощи мэра Львова Андрея Садового. В том, что Садового поддержали на западе страны, ничего удивительного, понятно, нет. Но самопомощь, по предварительным данным, набрала самое большое число голосов. Где? В столице, в Киеве. Значит ли это, что у украинцев есть запрос на западную национальную парадигму сегодня? Нет, потому что на Западе самопомощь – это альтернатива свободе. А в Киеве это реализация девиза «бери и делай», с чем вышел и Садовой, и все его люди на эту избирательную кампанию. Но то, что эта сила имеет перспективу, это несомненно. Из Киева чрезвычайный и полномочный посол Украины, политический эксперт Роман Бессмертный. Роман Петрович, спасибо. Ну и одной из неожиданностей новой Рады стал достаточно высокий результат оппозиционного блока, собравшего, в частности, экс-соратников беглого президента Януковича. Высокие цифры оппозиционный блок дал на Востоке, где идет война. К тому же это после кровавого Майдана. Как все это можно объяснить? По телефону из Киева своим мнением поделился политический эксперт Евгений Магда. Очевидно, что электорат партии регионов никуда не делся. В электоральном заповеднике Януковича достаточно крупных градообразующих предприятий, на которых набрать высокие голоса путем такого неформального давления на сотрудников. Это вопрос хорошо и давно освоенный бывшими уже регионалами техники. Они ей воспользовались и, собственно говоря, воплотили это в жизнь. Плюс добавилось и отсутствие фактически других политических партий на востоке Украины. Как восприняли первые результаты выборов за рубежом, узнавала Екатерина Кочкина. Международное сообщество единогласно признало внеочередные парламентские выборы на Украине состоявшимися. Одним из первых граждан Украины поздравил Жозе Мануэль Барозу в своем твиттере. Глава Еврокомиссии выразил уверенность, что на выборах победила демократия и ориентация на европейские реформы. Претензий к избирательному процессу у международных наблюдателей нет. В ходе брифинга представители Грузии, Азербайджана и Молдавии сообщили, что выборы прошли спокойно и организованно, без серьезных нарушений.
МИД Литвы в своем заявлении отметил, что украинским властям удалось организовать выборы, соответствующие международным стандартам. Российский политолог Сергей Малашенко считает, что прошедшие выборы – шаг Украины на пути к членству в ЕС. Видимо, Украина входит в то русло, пойдет по тому пути, который был обозначен как 2020. То есть вот эта самая программа развития, в конце которой маячит вступление для Украины в Европейский Союз. И сейчас, видимо, все усилия будут ориентированы именно в этом направлении. Происходит некое переформатирование украинской политики, что одно время казалось невозможным, а кому-то казалось неизбежным. Вот это все произошло. И я думаю, что вот эти выборы украинские, которые мы наблюдали сейчас, это действительно реальный поворотный момент в истории этой страны. В Госдуме России, хоть и выражают обеспокоенность составом новой Рады, рассчитывают на возобновление диалога между двумя парламентами. Пришло время передавать слово Вашингтону. О чем говорят по ту сторону океана. Также говорят о выборах в Украине. Коллеги, продолжайте. На выборах в Украинскую Раду народ продемонстрировал решительность и ясность видения, заявил посол США в Киеве Джеффри Пайет в интервью нашему киевскому корреспонденту. Это, по словам посла, является воодушевляющим примером для всего международного сообщества. As we said yesterday, the Rada elections were a watershed event. Выборы в Раду были переломным моментом для того прогресса, которого добивается украинский народ в процессе восстановления своей власти в своей стране и установки курса в направлении Европы. Это был важный шаг вперед. И больше, чем кто-либо другой, победителями вчерашних выборов в Раду является украинский народ. But it's clear from the exit polls that there will be a solid majority. Из экзит-полов ясно, что в Раде будет устойчивое большинство тех, чьей повесткой дня являются реформы и модернизация украинских институтов власти. Приоритеты в отношении этих шагов по модернизации зависят от украинского народа и их избранных представителей. Но соглашение по ассоциации с Евросоюзом – это замечательная дорожная карта, реализация которой США всецело поддерживают. Международное сообщество признает результаты этих выборов, потому что из моих наблюдений они были успешно организованы и, несомненно, проведены в соответствии с украинской конституцией. Что касается отношений с Россией, мы очень надеемся, что Кремль использует это как возможность для нормализации отношений с Украиной, деэскалации кризиса, вызванного российской интервенцией на Донбассе и вторжением в Крым. Я много раз говорил, что Украина не может изменить своего географического положения. Украине нужны стабильные, конструктивные отношения с Россией. Я знаю из разговоров с правительством страны, что Украина хочет иметь конструктивные отношения с Россией. Но эти отношения должны основываться на уважении к суверенитету Украины и суверенному выбору украинского народа, который, как ясно показали вчерашние выборы, является решением в пользу Европы, реформ и Украины, которая движется в направлении выбора системы в европейском духе. Сенатор из Коннектикута Крис Мерфи пишет в Твиттере: результаты выборов подтверждают одно будущее для Украины – продемократическое, проевропейское, ориентированное на реформы. Политолог Валтер Рассел Мид пишет: Украина проголосовала четко и высказалась за прозападные реформы. Вопрос, может ли она действовать. Газета «Вашингтон-Пост» пишет, что проевропейский результат выборов стал возможным в том числе благодаря тому, что наиболее пророссийские части Украины больше не находятся под контролем Киева. Подразумевается, в частности, Крым. То есть выборы, конечно, были украинские, но, используя английскую идиому, Россия остается большим слоном в комнате в связи с конфликтом в Восточной Украине. Украинцы не смогли проголосовать в Крыму, но они голосовали в Вашингтоне. В посольстве Украины работал избирательный участок, и вот что нам сказал один из избирателей. Я искренне надеюсь, что закончится война в Украине, потому что я тоже офицер запаса, у меня повестка дома. Честно, я не очень хочу идти воевать. Поэтому я надеюсь, что все-таки конфликт в восточной части Украины закончится. Мы будем жить в мирной стране. С нами на связи наш корреспондент Александр Панов.
Александр, добрый день. Что говорят в Вашингтоне по поводу ситуации в Восточной Украине? Ну и недавно, кстати, критики Соединенных Штатов Владимиром Путиным. Наташа, реальность такова, что в США ситуация в Украине вызывает гораздо больше откликов, во всяком случае на данный момент, чем выступление российского президента перед членами Валдайского клуба. Как заявил командующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Филипп Бридлов, российские войска все еще находятся на востоке Украины, как внутри страны, так и на границе. Несмотря на отвод части войск, на границе остаются значительные российские боеспособные части, которые в любой момент могут эту границу пересечь, заявил генерал, впрочем, не приведя цифр. Сенатор из Мэриленда Бен Кардин и сенатор из Огайо Роб Портман выступили со статьей в USA Today, в которой призвали Соединенные Штаты предоставить Украине оборонительные вооружения. Как отмечают сенаторы, за месяц с момента соглашения, которое украинское правительство заключило с пророссийскими сепаратистами, перемирие постоянно нарушается. Погибли сотни украинских военнослужащих. Таким образом, мы видим, что Обаму призывают вооружать Украину не только ястребы американской политики, такие как сенатор Маккейн, но и голуби, такие как Бен Кардин. Что же касается валдайской речи Владимира Путина, которую в России и в мире сравнили с его же мюнхенской речью и даже с речью Черчилля в Фултоне, положившей начало холодной войне, в США она комментируется довольно сдержанно. Официальной реакцией можно назвать только заявление представителя Государственного департамента. США не хотят вступать в конфронтацию с Россией, однако менять свою позицию по ключевым вопросам не станут, сказала Джен Псаки. Ключевым вопросом для Украины является, ключевым вопросом для США является территориальная целостность Украины. Спасибо большое. Это был наш корреспондент Александр Панов. Ну и передаем слово коллегам в Праге. Сергей? Литва совсем скоро сможет обходиться без российского газа. Сегодня в Клайпеде прошла церемония встречи суднохранилища сжиженного природного газа СПГ. Клайпедский СПГ в случае необходимости сможет обеспечивать до 90% потребностей в газе Латвии, Литвы и Эстонии. Аналитика в материале Шахида Якуб. До настоящего времени единственным поставщиком газа в Литву является российский «Газпром». Руководство Литвы рассчитывает, что наличие терминала СПГ создаст конкурентные условия на газовом рынке и снизит цену поставляемого «Газпромом» природного газа, а также обеспечит энергетическую независимость страны. Вот что заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкевичус. Это большой прорыв. Мы изменяем правила игры в регионе, построив первый в Балтии терминал сжиженного природного газа. От этого выиграют наши потребители, а наша энергетическая система станет намного более эффективной и прозрачной. Клайпедский СПГ обозначен первым номером в списке главных инфраструктурных проектов, обеспечивающих безопасность поставок в Европейском Союзе. Как сообщила пресс-служба президента Литвы Даля Грибаускайте, Клайпедский СПГ на 90% может обеспечить энергетическую безопасность Литвы, Латвии и Эстонии. Политическое значение этого события мы попросили прокомментировать бывшего премьер-министра Литвы, депутата Сейма Андриуса Кубелиуса. И эта независимость энергетическая для нас очень важна. Надо помнить, что мы до сегодняшнего дня, все балтийские страны, включая и Литву, несмотря на то, что уже живем 25 лет политически как независимое государство, но энергетически мы все это время были на 100% зависимы, особенно в газе, зависимы от поставок газа от «Газпрома», из России. И вот сегодня происходит как раз то событие, которое абсолютно меняет все положение. Мы открываем терминал, который сможет поставлять газ не только для Литвы, но для всех балтийских стран. Мы связались с экспертом из Центра восточноевропейских исследований в Вильнюсе Мариусом Лауринавичусом и попросили его объяснить, насколько реально Клайпедский терминал сможет помогать странам Балтии. Господин Лауринавичус, здравствуйте. Запуск терминала, по словам президента Грибаускайте, даст Литве свободу в принятии решений. Но как только Кремль лишится одного инструмента влияния на Балтию, газа, он может создать другой инструмент. Как Кремль, по-вашему, сможет влиять на страны Балтии, если не посредством газа? Кремль имеет, если Кремль хочет
влиять на какие-то страны, он в последнее время очень хочет влиять, особенно на соседние страны, он всегда находит инструмент. Есть такая поговорка, что если хочешь бить, палку всегда найдешь. Так Кремль этим в последнее время очень часто пользуется, но когда хотя бы некоторые рычаги влияния у него отнимается, тогда и наша безопасность становится как бы более не такой хрупкой. Срок действия договора Литвы с «Газпромом» истекает в 2015 году. Значит ли это, что Москва получает первый энергетически неконтролируемый регион у своих границ? Ну, еще не так, потому что еще не все завершено. Но когда завершится, вот, например, сейчас строится кабель из Швеции в Литву электроэнергии, кабель электроэнергии. Вот когда он будет построен, когда будет тоже другой кабель из Финляндии в Эстонию будет построен, когда мы построим еще трубопроводы в Польшу, вот тогда это энергетическая безопасность всех этих стран, то есть я имею в виду все балтийские страны, и даже включая Финляндию, потому что даже когда мы говорим об этом терминале, мы говорим о том, что в крайнем случае этот терминал может даже обеспечить энергетическую безопасность в смысле газа для Финляндии. Так что я говорю обо всем регионе, и именно так это представляет даже Еврокомиссия. Из Вильнюса эксперт из Центра восточноевропейских исследований Мариус Лауринавичус. Благодарю вас. Это программа «Настоящее время». Спасибо, что смотрите. Далее эфиры Соединенных Штатов. Коллеги, сегодня вы анализировали, какой будет цена на нефть в ближайшем будущем. И скажите, что вам удалось узнать? Спасибо, Сергей. До того, как мы расскажем про нефть, у нас появилась новость. Президент Обама только что поздравил украинских избирателей с удачно проведенными выборами и в том числе призвал Россию гарантировать то, что ее протеже в Восточной Украине позволят избирателям избрать своих представителей на местных выборах 7 декабря в рамках соглашения в Минске. Ну и возвращаясь к нефти, на протяжении последних недель в США, в общем, дешевеет бензин. И в следующем году, по мнению экспертов банка Goldman Sachs, цены продолжат падение. Причина – предложение превысит спрос. Goldman Sachs снизил свой прогноз цены на нефть марки Brent и West Texas Intermediate на $15 за баррель на первый квартал 2015 года. Понижение прогноза эксперты объяснили ростом производства в странах, которые не входят в ОПЕК. При этом спрос будет ниже предложения. Таким образом, прогноз на нефть марки West Texas Intermediate составил $75 вместо 90, а за баррель Брента $85 вместо 100. Новые данные были опубликованы в воскресенье. Более того, во втором квартале 2015 года эксперты Goldman Sachs ожидают дальнейшее понижение. Брент упадет до $80 за баррель, а West Texas Intermediate до $70. В этот период времени наиболее выражено будет перепроизводство. Фьючерсы на сырую нефть в понедельник на азиатских рынках удерживались на отметке $81 за баррель. За 4 предшествующие недели цена снизилась примерно на 10%. Фьючерсы на декабрь на Нью-Йоркской сырьевой бирже повысились на 4 цента до $81.05 за баррель. В минувший четверг наблюдался небольшой рост, связанный с информацией о повышении производства в Саудовской Аравии и сокращении ею поставок. Коллеги, возвращаем эфир вам в Прагу. Сегодня в Париже встречаются президенты Армении и Азербайджана. В центре внимания вопросы Нагорно-Карабахского конфликта. Встреча проходит в трехстороннем формате с участием президента Франции Франсуа Олланда. Отмечу, за последний год напряженность между сторонами усилилась. Только за минувшее лето на линии прекращения огня было убито до 30 человек. Означает ли это, что страны на пороге новой войны? Вот как раз с этим вопросом мы обратились к аналитику фонда Карнеги в Вашингтоне Тому Деваалю. Скорее всего, сохранится статус-кво. Никто не хочет боевых действий. Для Азербайджана, который, естественно, это та сторона, которая захотела бы начать боевые действия, чтобы освободить свои земли. От армян это слишком рискованно в данный момент. Но то, что мы видели летом, это обострение на линии фронта, на линии соприкосновения, как говорится, это знак того, что уровень насилия может
расти. Это уже опасно. За одну неделю погибли около 30 человек. Это больше, чем в целом 2013 году. И это уже плохо. После встречи с Путиным в Сочи и потом с Джон Керри на натовском саммите ситуация немножко успокоилась. Но речь сейчас говорит о том, чтобы посредники просят, требуют от сторон, чтобы они не пошли на эскалацию. Уже о серьезных переговорах сейчас никто не говорит. Переговоры продолжаются уже многие годы. Минская формула посредников ОБСЕ, Соединенные Штаты, Россия, Франция остается той же. Но отношения между США и Россией в последнее время обострились. Вот как это повлияет на переговорный процесс, по-вашему? Здесь у нас новые проблемы. Это то, что сейчас обострение происходит не только вокруг Карабаха, как было последние 20 лет, но и на армяно-азербайджанской границе в других местах, где не было проблем раньше. Это раз. И вторая проблема то, что уровень доверия не только между Арменией и Азербайджаном очень низко, мягко говоря, но и сейчас между двумя или даже тремя из посредников между Вашингтоном и Москвой. Раньше у них была по этой проблеме хотя бы довольно сглаженная, гармоничная позиция. Об этом уже нельзя говорить, потому что Россия уже новая, довольно активная политика и в сторону Азербайджана, и в сторону Армении. Это не значит, что Россия против переговоров, против Минского процесса, но, видимо, у президента Путина иной взгляд, чем в Вашингтоне и, может быть, в Париже. Как раз мы видим сближение позиции Москвы и Баку по многим вопросам. Россия продает. Аналитик фонда Карнеги в Вашингтоне Том де Вааль, спасибо. Готовы передать эфир нашим коллегам. Соединенные Штаты. Спасибо, Сергей. Отходим от политики. 3 раза в неделю в центре Сан-Франциско появляется необычный автобус. Оборудованный душевыми кабинами, он предоставляет бездомным возможность помыться. Это идея небольшой благотворительной организации «Лава Мэ», от испанского «помой меня». Подробности в репортаже Майка О'Салливана. Жизнь на улице подразумевает постоянную борьбу за самое необходимое. Например, туалет или возможность помыться. Благотворительная организация в Сан-Франциско 3 раза в неделю отправляет в центр города автобус, оборудованный душевыми кабинами. Мартин Родригес, чье имущество помещается в эту тележку, пришел сюда, чтобы принять душ. Я жду возможности обрести крышу над головой по госпрограмме. Пока я сплю на улице и моюсь в этом автобусе. Это хорошее решение. Душ на колесах стал возможным благодаря компании в интернете, собравшей $75 тысяч для переоборудования старого автобуса. Интернет-гигант Google добавил еще 100 тысяч. Сотрудница Лава Мэ Ли Филлер отмечает, что это единственный подобный автобус в Сан-Франциско или где бы то ни было еще. Никто, насколько нам известно, не переделывает старые автобусы в такие, как у нас. И никто не работает столь же тесно с администрацией города и властями, с НКО и с частным сектором. Убирать автобус после работы помогают волонтеры. Одна из них, Лиза Олсвинг, чистит душевые уже 3 месяца. Это приносит мне радость. И в то же время я очень расстраиваюсь из-за того, что кому-то это необходимо, что люди живут на улице. Я никогда не забываю об этом. Основательница Лава Мэ Дениас Сандавал отмечает, что программы питания для бездомных уже существуют, а вот чистые уборные и душевые для них – редкость. Она решила создать свое НКО после того, как услышала жалобу бездомной женщины на эту проблему. С распространением информации о Лава Мэ растет и интерес общества. Я тут же стала получать звонки и письма от людей из самых разных мест с просьбой помочь им создать аналогичную программу. От Монголии до Ганы, от калифорнийских Пало-Альто до Сан-Хозе.
Мы начали работу над осуществлением нескольких проектов. Благотворительная группа «Лава-Мэ» ожидает еще 3 автобуса, которые переоборудованы в душевые на колесах и надеется расширить свою работу на улицах Сан-Франциско. Любители старинных автомобилей – это особый сорт людей. Им не жалко ни денег, ни времени, ни нервов родственников и соседей на реставрацию настоящих динозавров. Эта реставрация может затянуться на много лет. О результатах судите сами. Репортаж Натальи Башкировой и Светланы Прудовской. Несмотря на почтенный возраст, эти автомобили в идеальном состоянии и приезжают на выставку своим ходом. Это условия организаторов. Никаких замен, никаких усовершенствований. Аутентичность – главный принцип. Сотни шоу старинных автомобилей, подобных этому, в городе Роквилле, штат Мэриленд, проходят ежегодно по всей стране. И именно здесь можно по-настоящему оценить достижения американского автопрома. Каждый автомобиль на шоу уникален и достоин восхищения. Это «Шевроле» 1926 года. 9000 таких машин было выпущено, и эта машина была предназначена для дам. «Шевроле» истратила $5 миллионов для создания автомобиля для женщин. Вазы для цветов в салоне, занавески – все в этой машине было оригинальным. И даже в рекламе фигурировали женщины-водители. И в результате «Шевроле» удалось заставить «Форд» потесниться в этом сегменте рынка. Реставрация старинных автомобилей – это не просто хобби, это настоящая страсть. И зачастую не человек выбирает машину, а машина выбирает владельца. Это как любовь с первого взгляда. Когда я впервые увидел ее фотографию, я понял, что я должен ее заполучить. Она выглядела, правда, не так, как сейчас. На реставрацию у меня ушло 12 лет. Любители автомобильного антиквариата не только отличные механики, но и настоящие эстеты. Ведь не ради ходовых качеств покупают, холят и лелеют, полируют, и пылинки сдувают с таких автомобилей. С точки зрения механики, современные автомобили лучше и безопаснее, но в старых автомобилях есть основательность и элегантность. Кроме того, это уникальный внешний вид. Многие современные автомобили выглядят одинаково, у них нет явных различий. А вот глядя на этот автомобиль, вы сразу поймете, что это Корт. Я горд, что у меня есть такая красивая и необычная машина. История автомобиля – это отдельный предмет изучения для владельцев. Вот, например, этот Оберн 1935 года выпуска долгие годы принадлежал послу США в Норвегии. Почти 60 лет он колесил по Европе и только потом через Канаду вернулся на родину. Это моя 3-я машина, но сейчас она у меня одна. Не хватает места. О стоимости подобных авто лучше не задумываться. Цена? Вот такая хорошо отремонтированная машина может стоить порядка $200 тысяч. Однако реставрация антикварных машин тоже дорогое удовольствие. Никакие это не инвестиции, признаются владельцы. Это хорошая игрушка и сплошная потеря денег. Это игрушка. Мне нужно что-то делать помимо работы. У меня есть это и есть чем заниматься в гараже. Один владелец старинного автомобиля как-то сказал: в мужских играх длиной в жизнь побеждает тот, у кого в конце концов оказывается самое большое количество игрушек. На номере его антикварного кабриолета было написано «Last Toy» – «Последняя игрушка». Это были настоящие новости в настоящем времени. Программу подготовили «Голос Америки» в Вашингтоне и «Радио Свобода» в Праге. Следите за главными событиями дня и читайте аналитику на сайте нашей программы currenttime.tv. Сергей, до встречи завтра. До встречи. Мы благодарим коллег в Вашингтоне и всех наших зрителей. Смотрите нас в социальных сетях и в эфире своих национальных телеканалов. Настоящее время вновь наступит уже завтра вечером. Я Сергей Дорофеев. Всего доброго и до свидания.